Давайте поговорим о внутренней политике. Каким вы видите вот этот вот переходной период от момента распада Российской Федерации до момента полноценного становления Ингушетии как государства? Предусматривается ли в вашей стратегии люстрация? Что делать со старыми элитами, которые работали на Кремль? И кем вы видите новые элиты независимой Ингушетии? Ситуация не новая. Достаточно большая практика мировая существует по становлению новых государств. Если мы взглянем на эту практику, мы можем увидеть и позитивные, и негативные моменты. А благо, кавказские народы, они все мусульмане, и между собой имеют очень тесные связи. Это во многом исключает какие-то междоусобные стычки, которых и раньше, до прихода России, их было минимальное количество, если было, то на каком-то бытовом уровне, то и сейчас тенденция наблюдается в позитивную сторону. Если говорить конкретно о Ингушетии, это, естественно, мононациональная республика, и в ней договориться между собой, конечно, намного легче. Если мы говорим о переходе правительства, то как такового правительства в Ингушетии нет. Это наместники, которые сами по себе ничего из себя не представляют. Это люди, которые сбегут в первую очередь, как только что-то случится с федеральной властью. Поэтому вся власть, конечно же, останется в руках тех, которые фактически все это время находились в оппозиции к власти. В оппозиции власти так или иначе, не в прямом смысле, но не ассоциировали себя с этой властью. И именно поэтому вытекает следующий фактор, что люстрация, она, естественно, должна происходить. Однако же, если кадры, которые занимались, там, работали на благо людей, и такие есть, естественно, патриоты, которые работают просто на благо людей и, в принципе, понимают порочность этой власти, такие специалисты, они, естественно, могут оставаться на местах, как и в других странах это происходило. Что касается силового блока, естественно, этот силовой блок полностью погряз в крови даже на данный момент. Если мы, не забегая вперед, что может произойти, когда начнется какая-то революция или люди начнут требовать свои права, насилие может, конечно же, усугубиться и усилиться. Но даже при сегодняшней ситуации силовой блок полностью должен быть люстрирован и не допущен, а те, которые реально совершили преступление, должны быть наказаны. Это то, о чем мы думаем.